Слушайте, слушайте! У нас на Джайляу праздник! Родился внук Абсента! Внук знаменитого Абсента! Если бы я был волшебником, я бы отменил старость. И не ради себя. Горько видит, как стареют друзья. Весна за весной, за годом год. И приходит нежданно пора воспоминаний. Я смотрю на старика Абсента и вижу его молодым. В ту пору, когда земля казалась упругой под копытами будущего олимпийского чемпиона. Кто знает, видят лошади сны или не видят их. Я так считаю, должны видеть и вспоминать. Прохладу голубых чайляв и запах душистых трав, и вкус материнского молока. Все то, что у людей называется детство. Долг путь от родного конезавода до олимпийских ипподромов. И на всем этом пути рядом с конем человек. Вместе с Абсентом многие годы шел его тренер-наездник Сергей Филатов. Да, Абсент – это лошадь истории. С ним связано у меня много. Никто из русских и советских спортсменов-конников никогда не имел на Олимпийских играх никакой медали. Абсент – представитель знаменитой ахалтинской породы, выращенный в Казахстане, стал первым олимпийским чемпионом и прославил наш советский конный спорт. 1961 год, Западной Германии, Аахен. Западный германский пресс писала, что это лошадь король среди королей. И когда мы работали, не только на соревнованиях, на разминке даже, люди буквально не отшатили от этого. Король среди королей. Только мы, конники, знаем, чего стоит поднять на ноги, вырастить и воспитать настоящего коня. Пиафе, Пассаж, Перуэт, Стипльчез, Конкур, Герби. Язык свернешь, пока скажешь. А конь-то не языком, ногами все это накручивает. И только постороннему зрителю кажется, что конь сам скачет, сам танцует. Конь без жокея все равно, что оркестр без дирижера. За что любят коней? Спросите, и каждый ответит по-своему. Один скажет за помощь, другой за дружбу, третий за красоту. У каждого народа есть свой легендарный конь. Пегас, Буцефал, Ротинант, Лагер. Эти имена звучат как приметы эпохи. Так и Абсент и его многочисленные потомки
хочется верить, не исчезнут бесследно. Приходит лето, пора больших соревнований. И летят отовсюду новости на Лобовской завод. Опять наши кони завоевали призы. Республиканские, всесоюзные. Скачут неплохо наши красавцы. И не зря лошади стоят в одном ряду с классическими произведениями искусства и уникальными драгоценностями. Недаром Авсент с его лебединой шеей и безупречными ногами считался образцом конского изящества и благородства. Но такие давали ему высшие оценки на крупнейших международных соревнованиях. Искусство в высшей школе верховой езды демонстрирует москвич Сергей Филатов. Он выступает в традиционном костюме наездника. До сегодняшнего дня конный спорт на Западе считался спортом лишь одних аристократов. Они ревниво сохраняют свои традиции. Всадник из Советского Союза Сергей Филатов искусством выезды превзошел всех своих родовитых соперников. На лошади ахалтекинской породы под кличкой Апскаид он завоевал золотую медаль. Это очередная сенсация Олимпиады в Риме. В 1960 году из Рима Авсент привез золото. Четыре года спустя в Токио десятки наград завоевали вместе Сергей Филатов и Авсент. Проснись, старина, издалека приехал твой друг. С годами меняемся мы, меняются наши друзья. И что поделаешь, если конь стареет в 3 раза быстрее человека? День за днем, барьер за барьером, от простого к сложному идем мы по жизни. И то, что в юности кажется сложным, с годами становится простым и доступным. Да силы же не те. Кто-то из них придет на смену Авсенту, кто-то продолжит его славу. Если б я был волшебником,